ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رواه البيهقي. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям этом хадисе предупредил уммат от вероятности постижения ее наказания Аллаха, если уммат начнет совершать следующие 5 вещей. Причина совершения следующих 5 вещей, которых сейчас мы скажем, это является причиной для разрушения уммата пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Восстановление ее возвышения в подчинении Аллаха, в подчинении посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Разрушение уммата в грехах, которых они совершают. Пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Ида стахаллят уммати хамсан», когда сделают для себя дозволенным мой уммат 5 вещей, их, говорит, постигнет разрушение, наказание, разруха. Когда, говорит, появится и явно люди начнут совершать большие грехи. Когда люди будут распивать алкоголь, мы видим, взрослые нормальные мужчины ходят по улице, значит, банкой пива на руках, открыто распивают алкоголь. Пророк алейхиссалату вассалам говорит, когда, говорит, начнут люди, значит, употреблять, значит, алкоголь открыто, валабисуль харира, и начнут одевать шелковые одежды, и начнут приглашать певиц, женщин для развлечения. Многие люди, которые сегодня играют свадьбу для своего сына или же для своей дочери, не боясь Аллаха, приглашают разных певиц, посторонних женщин, чтобы эти певицы пели у них на их свадьбы, чтобы эти певицы развлекали их, приглашают посторонних чужих женщин ради забавы, ради развлечения. Пророк алейхиссалату вассалам сказал, когда, говорит, мой уммат начнет, говорит, вот так, значит, приглашать женщин, певиц для развлечений, то их, говорит, постигнет наказание, разрушение. Когда, говорит, мужчины будут удовлетворяться только лишь мужчинами, называется мужеловство еще, значит, по-другому. Когда мужчины будут жить с мужчинами, будут делать зина с мужчинами, женщины будут делать зина с женщинами. Вот эти вещи, когда распространяются в моей умме, если распространятся в моей умме, мой уммат постигнет разрушение, гибель. От чего вы думаете, вот эти фитна в арабских странах, в других местах, мусульмане друг друга убивают, значит, их враг ислама их подстрекает, они идут друг друга убивают. Это разрушение, эти, значит, обстоятельства, обстановка в мире, почему вы думаете? Потому что мусульмане эти грехи совершают. Когда мусульмане сделают таубу, покаяться перед Аллахом, исправят свои деяния, вернуться на путь Аллаха, ислам будет возвышаться. Враги ислама не смогут делать зулму мусульман, верующим. А до тех пор, пока мусульмане будут совершать эти грехи, то они сами себя обрекают на эти наказания и гнев Аллаха. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير فقال طوق من نار يوم القيامة. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورواته ثقات.
Один день пророк, алейхиссалату вассалам, увидел у одного человека как бы пальто, накидку, верхнюю одежду. Ремнем этой одежды, говорит, был ремень из шелка. Шелковый ремень, шелковый пояс. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: тот, кто одел вот этот шелковый пояс на свою одежду, у него будет адским огненный пояс завтра судный день. На нем будет пояс из огня ада. За то, что он одел пояс из шелка. Это касается, конечно, мужчин. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. رواه أحمد ورواته ثقات. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: тот, кто верует в Аллаха, и тот, кто верует в наступление судного дня, то пусть, говорит, он не одевает одежду из шелка, и пусть, говорит, он не одевает золотые изделия. Изделия из золота. Пусть это будут цепочки, пусть это будут часы, пусть это будут кольца. Мужчине одевать золото, изделия из золота является харамом. И еще один хадис приведем до завершения. Приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам, от Абдиллаха ибн Амра, радийаллаху анхума, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: дорогие братья, тот человек, кто из моей уммы будет употреблять алкоголь, Аллах сделает ему харамом пить ее в раю. Аллах сделает для него харамом пить из рек, из вина, райского вина, не который, как в мирской жизни, одурманивать, делать дурным, как хайван валяется на улицах, не может себе домой дорогу найти. Не такие вина бывают в раю. Человек чем больше пьет, чем у него ясен становится разум. Наоборот, бывает райское вино. Райское вино он не выпьет, говорит. Тот, кто умрет, значит, выпивает этот алкоголь. И тот человек, который будет из моей уммата приукрашаться и одевать золото, то Аллах сделает ему харамом одевать это золото в раю. Те мужчины, которые носят золотые кольца, Аллах ему это золото сделает харамом ему. Когда все люди будут одевать золото, если хоть даже он попадет в рай, если хоть даже, говорит, будет ему милость Аллаха и попадет в рай, райское золото, говорит, ему одевать будет харамом. Другие сказали, если, говорит, Аллах что-то делает харамом, вообще, говорит, он туда не попадет, тоже есть версии, есть разные версии. Поэтому опасное дело, дорогие мои братья, то, что Аллах и пророк, алейхиссалату вассалам, сделал харам, золотые, значит, кольца надо снимать мужчинам и, значит, бросать с своих рук и бояться их носить на своих руках. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.